Батюшка, вот мы ходим в больницу в Тушинскую, это наша больница городская, московская, ну, увенчанные дети, ну, в ужасных условиях они живут. Они такие калеки, я даже не могу представить, насколько они увенчаны. Такие головы, такое туловище, все скрючены, у них жуткое мучение. И все-таки они живут по 12-14 лет. А почему Господь их не забирает? Они на самом деле не врачами нужны. Единственное, что сестры милосердия, которые приходят. Господь это для людей спас, чтобы люди имели любовь, милосердие, чтобы люди тянулись к Христу, чтобы искали от Него помощи. А для Бога это ангел. Он ее сделает таким высоким и красивым в свое время, когда будет всеобщее воскресенье. А мы столько горевали, хулили Бога, роптали. Это безумие наше. Бога надо любить, каяться, смиряться. Благодарить Бога. Я родился один из таких. Вот. Я очень плакала, очень навала. Это мне было такое горе. Я хотела быть, как все люди и прочие. Очень хотела. Мне совсем недавно открылась такая вещь. Вот, поставить меня на его место. То есть человек родился, я, допустим, думал, что я буду таким же, как все, буду мужчиной полноценным, может быть, хотел стать военным. И вдруг человек понимает, что, во-первых, он не будет больше расти, что он не такой, как все. Над ним начинают издеваться, мальчишки смеяться, там третировать. И вообще врачи предоставят смертельные диагнозы, приговаривают к смерти. Да одно это, как вот все это претерпеть было. Я иногда с ним как будто бы на равных. То есть я думаю, что вот, у меня все хорошо, и также у него. Но ведь у него совсем не так. Он прошел уже такую боль, такие страдания, которые я в его возрасте, там, в подростковом, в юношеском, даже о них и не думал никогда. В свое время в детстве и в молодости я очень плакала об этом, ревела. Вот, меня зовут уже, мои братья уже большие, а я маленький. И меня мальчишки зовут Миша, меня звали Михаил. Пойдем играть в футбол. Я с чердака иду, умываюсь, зареванное лицо, зареванное, одеваюсь, обтираюсь полотенцем, чтобы не заметили. А сам боялся, мама будет расстраиваться. Но мне куда-то не было, она думает, я гуляю, а я там часто ревел на чердаке. Вот. И потом бегу с ними играть. Я попадаю в детство опять, играю в вратарем, игрался с ними. Сейчас я благодарю Бога, этим меня Бог спасал. Я мог бы увлечься всеми мирскими страстями. И я бы не спасла. Я погибла. Я даже очень благодарю моему духовному отцу Кириллу Павлову. Его молитвами я есть, что есть. Вот так. Вообще можно начать с того, что он иконописец. Он художник, он сейчас на Афоне пишет пейзажи афонские. Он прекрасно чувствует слово. Он поэт. Он понимает, с ним можно говорить о литературных произведениях спокойно. Будет интереснейшие мысли высказывать. Он разбирается в военном деле хорошо. Он может тактику и стратегию тут рассказать вот, какого-то боя. Он интересуется политикой с духовной точки зрения.
Полита Софии, истории Софии. А мы часто берем только какую-то одну его часть. Главный стержень его духовный – это исихазм, Иисусова молитва, покаянное делание молитвы. А молитва Иисуса надо советоваться с теми, кто имеет опыт молитвы Иисусовой. И, конечно, молитва благословляется всем христианам. Непрестанно молитесь, а все благодарите. Молитва Иисуса Христа надо нурить себя, как говорит Иисус Христос, нужницы восхищают ей. Надо себя принуждать постоянно, потому что кто начинает первый раз молиться, он может прочитать несколько раз, может 10 раз, и потом будет постоянно удаляться, помыслы начнут опять светские, мирские, он забыт о молитве Иисуса. Поэтому как можно часто себя принуждать к молитве Иисуса. Нужницы восхищают ей. Поэтому постоянно надо нурить к Иисусу молиться. Некоторые очень монахи, им трудно научиться молитве. Они постоянно ходят по монастырю и журчат по себе молитву. Так греки делают. Они постоянно читают Иисусу молитву, журчат. Когда, допустим, собирают братья, много братьев, оливки, посылают полотно и бьют палочками. И один читает Иисуса молитву, другие слушают по себе. Или все журчат молитву Иисуса. Кири Иисус Христе лесами, Кири Иисус Христе лесами. Так они просто постоянно читают Иисуса молитву. Я жил в российских монастырях. В российских монастырях стыдно и неудобно читать Иисуса молитву. Это как бы лично мой такой молитва, подвиг мой. И люди скрывают. А это неправильно. Надо тут не иметь стыда, а надо ревностно стараться молиться Иисуса молитву. Цель христианской жизни, да, вот цель, сама цель, это приготовление к жизни вечной. То есть цель – это вот обожение, это вот попасть в Царство Небесное и так далее. Вот она как бы главный магистральный путь вот земной жизни, так? И вот практика Иисусовой молитвы, вот как это одно с другим совмещать? Практика Иисуса молитвы – это достижение, во-первых, первое степень мирности, вот. Потом очищение своего сердца, стяжание Духа Святого. Это вообще цель каждого христианина. Стяжание Духа Святого, стяжание Бога, чтобы Бог был с нами, с человеком. Бог бывает, человек живет с Богом. То есть из ваших слов я могу сделать заключение, что практика Иисусовой молитвы – это не самоцель, а средство для достижения другой цели, более важной, более высокой. Да. А то может получиться так, что человек получил самодвижущую молитву, но он злой, как собака. Он на всех кидается, он всех там, допустим, вот гоняет. Бывает. Вот да. Вот это получается какая-то ложная молитва получается уже. Это гордость. Ну да. Но при этом он говорит, что у меня самодвижная молитва. Вот я вот такой. Нет, это прелесть уже. Это прелесть. Это уже прелесть. У него могут быть даже дары прозорливости какие-нибудь открыться. У нас такое было. Но при этом он опять-таки никого не любит. Он очень плохо кончил, он удавился. Окей, на. Это на Валааме? На Валааме. Я слышал эту историю. Он был, по-моему, даже благочинный, да? Нет. Нет? Он был пустынник, и его даже все читали очень высоко. Говорили, он читает Иисусу молитву. Но я видела, что с ним не ладно. Он был капризный, взрывался, ссорился, плакал, потом плакал, каялся. Что-то ненормально. Он делал для Иисуса молитву, но у него мира не было. Вот. И на Валааме он не стал ничего делать. И мы ему предлагали, ну,
что-нибудь, может, сторожем был, огороды полил, ну еще что-нибудь. Мы просто дали, я пришел к нему, мы давали ему синодик. Только один синодик читай, и все с тебя довольно. Он наотрез с капризом, не-не-не, я не могу, ничего не вижу. Вот дали очень крупно написано жирными буквами, но он отказался, и вскоре случилась беда совсем. В этой борьбе бывает и спасаются, и бывает погибают. Но надо спасаться, надо карабкаться. Для того, чтобы читать Иисуса молитвы, как по любой форме, нужно соблюдать мир со всеми братьями и сестрами. Если я с кем-то ругаюсь, или злюсь, или ропчу, или осуждаю, или вообще имею неприязнь, у меня не будет молитвы. То есть не получится благодатная, умная, сердечная молитва. Надо хранить мир со всеми. У нас нет врагов. Враг только бес. Все люди, братья и сестры. И все это через людей, через наших ближних искушает дьявол человека. Ну, конечно, когда на сторону православия, и, допустим, на Россию идут враги, тут надо защищать и ближних своих, и родину свою, и свою, во-первых, свою православную веру, свою родину, своих близких. Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече, дади нам живот вечный и велию милость. Молитва бывает устная, шепотом, в голос, а также молитва умно-сердечная, умовая или умно-сердечная. Умом с дыханием произносится молитва Иисуса. Господи Иисус, Господи, Богородица, прости, помилуй меня грешного. Господи, Богородица, прости, помилуй меня грешного. Это умом. Очень хорошо дышать носом и носом выдох. А следующее, умно-сердечное. Это когда положено людям вводить ум в сердце. Умно-сердечная молитва самая благодатная, самая нужная, как мне говорил мой духовник, отец Кирилл. Когда открывается сердце, и человек идет в святая святых, Бог открывает двери сердца, в сердце есть, как учит Святая Отцы, космос, и Бог, Пречистая Богородица, и ангелы. И там человеку и плачется, и молится, и так легко. Это еще молитва есть самодвижная молитва, Иисус самодвижная. Вот, допустим, некоторым святым давала Божью Матерь. Он просил Матерь Божию, поцеловал икону, и в нем канул огонек, сердце загорелось, и стало читать само Иисусу молитву. Я знаю из практики рабочие на вламе, простой рабочий, женатый, пришел к Божьей Матери, говорит: Матерь Божья, дай мне молитву Иисусу. У него канул огонек, и началась Иисуса молитва. Я говорю: смотри, дорогой, постоянно не пренебрегай, постоянно молись. И вот Господь дает, и в наше время моему ученику, двоим ученикам, давалась молитва Иисуса. Я говорю: ты имеешь соломушку, смотри, не потеряй. Ну, конечно, теряют быстро, теряют. Я знаю, что наш был пустынник Серафим Романцов, духовник, был духовник нашей пустыни. Я забыла, с какого монастыря. С Глинского. Да. Знаменитый духовник. В молодости он получил Иисусу молитву,
Но как-то в суете за что-то потеряла я. И только в старости, в пустыне, она вернулась к Иисусу молитву. Вот какой-то у меня солнышко. И утешила в это, и с молитвой Иисуса самодвижно, он умер. Так что молитва еще бывает самодвижная. Благодатная молитва, легкая молитва, вдохновенно, как птичка, и радостно, и смиренно. И человеку легко, вот. И радость, и смирение, и кротость, и молитва. Вот. Молитва Иисусу иногда молитвы не встречает очень знакомого, очень любимого человека Бога человека, Иисуса Христа, в молитве. И он приходит, обнимает монаха. А монах считает, он святая из святых, а я грязь. И человек молится. А человек плачет и молится и плачет. А сердце тает от этого гостя. Это такие бывают встречи. Так что будем молиться и будем встречать неожиданно в своем пути любимого гостя, которого мы должны любить. Жениха души нашей. Мы должны его любить от всего сердца, всей души, всех помышлений. Молитва Иисусу, она имеет дальнейшее развитие, как говорят святые отцы. Простите, я не имею такой практики. Это созерцание. Созерцание небесных воинств, созерцание прошедших исторических событий, распятие Иисуса Христа, Рождество Иисуса Христа, плач Пресвятой Богородицы и другие исторические события. Созерцательная молитва – это для кто очистил свое полностью сердце. Надо войти умом в сердце, совершить брань с дьяволом. Это через искушение страстей. Все восстает на человеке, и страсти, и люди, и все. Бывает очень тяжело, очень тяжело. И потом Господь утешает человека. Это бывает созерцательная молитва. И дальше есть совершенно, когда человек весь в Боге, и он уже и не молится, он только созерцает, весь в покаянии, весь в любви. Но это уже созерцательная молитва совершенно. Мы говорим о практике. Отец Рафаил, он от отца Кирилла Павлова вообще неотделим. Неотделим. Это как его вот, они как бы никак неразрывные части друг друга. Конечно, самостоятельные, самодостаточные, но отец Рафаил настолько глубоко любит отца Кирилла и молитвенно настолько с ним един, что разделить их невозможно. А мы чувствуем себя, конечно, духовными внуками отца Кирилла, безусловно. Еще с тех времен, когда мы и с батюшкой ездили, многие из нас ездили и в Переделкино, и в Лавру. Отец Кирилл, ну, это такая духовная гора. Вот эти вот сборники о нем, духовник, старец, выпущены сейчас. Если их почитать, там воспоминания просто его чат. Если их почитать, вот встает образ, ну, в простоте величайшая сила, без творения каких-то видимых чудес. Вот это вот сила смирения, сила кротости, но и воинский дух тоже, потому что батюшка, он всегда говорит о том, что во Христе мы должны побеждать и не себя ради, а Христа ради продолжать вот эту вот духовную брань и быть победителями во Христе, что бы ни произошло. Но
Батюшка, вот человек, который сейчас смотрит это ваше интервью, допустим, ну, новоначальное, вот он начал с первой ступени, она называется вот словесная молитва, занимается год, занимается 2-3, там сколько проходит время, и у него возникает вопрос, а не пора ли мне переходить на молитву умную? Так, вот у него духовник далеко, спросить не у кого, книжек всяких умных нету, ничего. Вот каким признаком своим внутренним он может определить, что, наверное, он, в принципе, созрел для перехода на умную молитву? Он просто почувствует сам в себе. Вот как он почувствует? Что он должен почувствовать? Вот он молится усердно и голосом, и шепотом, а потом он заметит, что он лег отдохнуть, молится умом. У него идет дыхание. Автоматически, да? Автоматически даже. А сплю, а сердце мое бодрствует. Вот так. То есть это признак достаточно для того, чтобы перейти, да? Достаточно для того, чтобы заниматься уже умной молитвой. Но умный сердечно все-таки надо спрашивать духовника, и тогда он может сам перейти умное сердечное, искать сердечное место, и это 2 пальца выше соска, или положить руку на грудь за ключицей. Ключицей. Это место для умно-сердечной молитвы. Когда он может перейти с умной на умно-сердечную, вот что он должен в себе почувствовать? На умно-сердечное, это надо умно-сердечное, как я и говорю, искать умно-сердечное место, и можно придерживать пальчиком и дышать носом, и внимание устремить здесь в сердце. А сколько лет он должен заниматься просто умной молитвой? Просто вот вслух читать? Вот, прежде чем перейти на умно-сердечную? Прежде чем он занимается умной молитвой, Да. но все равно он должен искать уже сердце. А потом она сразу не будет чувствоваться. Он начинает упражняться, а потом она сама перейдет в умно-сердечную молитву. И потом уже может сердце открыться, и Господь его утешит. Знаю на практике моих монахов, и Господь их утешает и привлекает от плотской жизни к духовной. Я знаю одного монаха немощный по плоти, всякие беды у него бывают, и он боевой, сильный. И вдруг у него пошла самодвижная Иисусова молитва. Самодвижная. И знаете, такие ласточки быстро улетают. И Господь тебя привлекает от плоти к духу, от всей суетной мысли, внутренней, духовной, сердечной, молиться сосредоточению, сердечного. И вот, конечно, он потом теряет, но он уже имеет практику, и он ищет, и обратит в умную, сердечную, самодвижную молитву. А вот количество повторений, допустим, на стадии словесной молитвы и на стадии умной молитвы, повторений, вот какой вы порекомендовали бы? Конечно, духовник должен решать, да. Вот, но все-таки хотя бы приблизительно. Ну, хотя бы год. Нет, а вот количество в день, я имею в виду в день, сколько раз повторять? Иисусова молитва должна постоянно дышать. Мы постоянно дышим, как человек кушает, пьет водичку и постоянно дышит. Человек обогащается кислородом. И каждый христианин постоянно дышать тоже молитву Иисуса Твоей. Это так хочет Господь. Но, конечно, мы не все можем так молиться. И я, когда много болтаю, я тоже не могу так. Вот. И поэтому нужна практика. Это не зависит от малого. Вот некоторые так сами говорят, но они начинающиеся, они не могут постоянно дышать молитвой. Они шепчут, они говорят вслух, они умом молятся, но это определенное время. Ну, часик, полчасика, 100 молитв. Вот так. Это малый результат. Все равно это практика, это уже немножко есть успех. Но успех так, когда монах постоянно дышит Иисуса молитву. Да, приходит благодать
И он как младенец постоянно сосет молочко матери, как и монах, который постоянно молится, он дышит у нас сердечной молитвой, он постоянно сосет благодать Духа Святого. Это очень благодатно. И такой монах растет и в смирении, и в мудрости, и во всем, благодати. Вот. А я болтун. Я только болтаю. Ничего не имею. Батюшка, а переход Иисусовой молитвы от словесной в умную, от умно-сердечную, он сознательно человеком происходит или естественным путем? Как бы она сама переходит, или человек что-то сознательно делает? Нет. Человек сознательно старается молиться, ревнует. А уж как получается? Ведь получается уже молитва становится легкой, удобной. Она переходит в умную. Это хорошо. Если духовник разрешает в сердце, может переводить в сердце, да. Рука опустить. И здесь будет место ума, внимание ума. И сюда переводить ум. И мысленно, и дыхание. Постоянно читать молитву, и уделение, и молитву надо не только внимание, слова молитвы, но и нужно и чувства. Господи Иисусе, прости, помилуй меня грешную. Да, где внимание и чувство молитвы Иисуса, там благодать. И также в молитву приходят слезы умиления. Мне бывает слезы уныния, это отвергает, это вражеское. И другие какие-то бывают нападения. Вот время сухость какая-то. Тут надо каяться. Когда сухость в молитве Иисуса, надо каяться, самоукоряться. И Господь милосердный. И опять молится покаяние. Боже, будь милостивый. И опять начинаете молиться, и Бог вам помогает. И будет молитва нормально. Спасибо, Господи. Молитвами пречистые, пренепорочные, святые Своей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, помилуйте, спасет нас, яко благ и человеколюбец. Я узнаю, что существует как бы две школы практики Иисусовой молитвы. Ну, так, приблизительно, можно сказать. Это одна греческая, другая, ну, тоже, условно говоря, русская. Греки предпочитают брать количеством, а русские предпочитают брать качеством. Вот. Так ли это? И считаете ли вы какую-то школу правильной, другой неправильной? Вот как ваш взгляд? И такая школа и хорошая, и такая хорошая. Но у греков, вот я говорила с духовником Симонопетровского монастыря, он говорит, мы молодых, особенно молодым монахам, мы тоже, вы вот медленно молитесь, мы тоже медленно молимся, умно-сердечно. Но молодым дают быстро-быстро читать Иисусу молитву с крестным знаменем. У молодых страшное помыслы, страшные страсти. Их враг так издевается, он хочет человека погубить, всячески развратить, всячески его сделать не духовно. И поэтому большая борьба и большие страсти, поэтому они читают быстро Иисуса молитву с крестным знаменем, и они быстро преуспевают, они им даже становятся умно-сердечной молитвой, даже самоотверженную молитву получают. Вот так. А хорошая греческая практика, простите, самая лучшая. Российская хорошая практика, их мы учились у греков, и у нас имеет множество святых, великих святых, которые, вот, греки очень наши уважают Серафима Саровского, а также воина Синецкого Луку, который очень много делает чудес там, многие исцеляют людей. Вот Иисуса молитва, если надо иметь внимание, потому что когда молятся люди, у них сильное давление в голове, ужасное давление в голове. Все мысли скапливаются тут в голове. И бывает очень человеку очень тяжело.
и даже болит голова. И вот для того, чтобы не было этого надо иметь сосредоточие своих мыслей или на зубах, или в горлышке. Самый лучший здесь в горлышке. Даже вначале могут так положить пальчик на горлышке и говорить: Господи Иисус Христе, Ты Боже, Богородица, прости, правильно. Это вы сейчас говорите о первой стадии, о молитве устной. Это молитва устная в горлышке. А потом, когда человек придет, и ему, если духовник разрешает человеку, и тогда человек может молиться 2 пальца выше соска. Или рука подключиться. Это место входа Иисусовой молитвы. Господи, человек носом дышит Иисусу молитву. Господи Иисусе, Отец Сын Божий, Богородицу прости, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе. Носом вдох и выдох. И это все внимание в сердце. И когда он со смирением, с покаянием молится, очень великая нужда для молитвы – это смирение. Поэтому мы часто советуем ему каяться. Я хуже всех, грешнее всех, я прах и пепел, я мразь и мерзость. Я знаю давно, что я дерьмо. И так далее. Или как на косточках перечисляются наши немощи, наши грехи. Вот. Это человека смиряет. Еще нам советуют старец Ефрем своим ученикам, они говорят: Геранда, вот у меня тщеславие помыслы, Геранда, у меня гордость, я превозношусь, осуждаю братьев. Он говорит: чада, со смирением предстаньте перед Богом и говорите: Господи Иисусе Христе, прости меня, даруй мне Твое смиренно мудрее. И Господи Иисусе Христе, прости меня, даруй мне Твое смиренно мудрее. Этим человек смиряется. Это практика наша. И этим человек смиряется, это помогает людям немножко смирить свое сердце и умиротворить, чтобы никого не осуждать, не ругаться, не обижаться. Нам надо смириться перед Богом, чтобы немножко у нас было бы преуспение в молитве Иисуса. Твоего утвердим. Слава Господи, святому воскресенью Твоему, Ты вошед на древо от нас, болезненной болью, благоутробный спаси, терпишь и язву, примирение, ходатайственное спасение верным. Поэтому мы, христиане, мы великую силу Божию. Мы просто не живем во Христе. Мы слишком осуждены, мы слишком думаем о мире, о нашем благе, все наши мысли. Врагу легко нами подставить какие-то мысли. Вот, чтобы деньги и прочее. Мы начинаем вводить с этими помыслами. Попадаем в всякие ловушки, страсти и прочее. И мы можем даже поглядеться станем. И мы, если принимаем помыслы бесовским, мы попадаем во все страсти, во все грехи. Потому что отношения бесовские начинают. Не может даже в психушку попасть. Поэтому вера крепкая, жить по Богу, сохранять во всем чистоту и молитву. Иисусова молитва нас сохраняет. Особенно Иисусова молитва с крестным знаменем, как меня учили греки. Кире Иисус Христе лесами, Кире Иисус Христе лесами, Кире Иисус Христе лесами. Они делают быстро молитву произносят из крестного знамени, маленьким кивком. И они защищены от предлогов бесов, которые и нечистые, и грязные, и суетные, и жадные, и все, всякие суетные помыслы. Все искушает дьявол нас всеми возможностями. И поэтому Иисусова молитва является наша защита, особенно с крестным знаменем. Иисус молитва и крестное знамя. Самая сильная защита в борьбе с дьяволом. Самая защита даже в борьбе с миром, врагами внешними.
Сейчас, батюшка, иногда встречаешь статьи, в которых ругают книжку «Откровенно рассказы странника своему духовному отцу». Вот, по-моему, Осипов ее критиковал, кто-то еще. Вот вы сами к этой книге как относитесь? Ею можно руководствоваться для вот освоения молитвы? Сейчас некоторые руководятся этим у нас на Афоне. Очень греки, такие как Иосиф и Исихар, великий ревнитель. Это просто лев духовный. Подвижник, живший в пустыне, ревнитель, бил себя палками. Он воин, настоящий воин. Жил в пещере, один подвижник. Он очень высоко ценит книгу вот эту «Откровенные рассказы странника». Они очень ревностны. И его хвалят даже его ученики. Отец Ефрем Аризонский и другие ученики хвалят в своих творениях эту нашу русскую книжку. Вот не надо ее ругать. Некоторые у нас, я был еще в лагере, ее многие ругали. А ученый-монах, она вводит чувствительность молитвы Иисуса, она вводит в прелесть, потому что он очень чувствительно молится. А отец Кирилл мне говорил, это, отец Рафаэль, это очень хорошая, еще ревность к молитве Иисуса. Ее высоко чтят греки. Вот. И я лично ее очень высоко чту. Я с удовольствием, когда читаю, с удовольствием послушаю. Его Сыновей Святому Духу, святи Тройце во едином существе, сиротливо зовущий, свят, 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 если Господи. Человек, который только вступает на этот путь, какие его подстерегают опасности и вот. Бесенок будет посылать много суеты. Вот я, к примеру, расскажу. Вот засыпает человек, монах, например, засыпает и читает Иисусу молитву. Он как младенец. Ему хорошо, хорошо, как в люльке у мамы. И он читает молитву Иисуса и спит, похрапывает, ему хорошо, хорошо. Бесенок показывает игрушки всякие, кино показывает. Младенец отвлекся от мамы, от тети, и все смотрит бесовские игрушки. Потерял благодать, и начинаются у него всякие трудности, осквернения и прочее. Вот так враг отвлекает душу от молитвы Иисуса, и начинает у него всякие искушения, козни, бесовские нападения. Вот. Поэтому нужно постоянство в молитве. Нужно ревновать о молитве Иисуса. Читать ее или шепотом. Хорошо, когда она не получается, и шепотом. Хорошо, если дома одни, читайте вслух Господи Иисусе, или с семьей своей родной. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мой грех. Батюшка, вот когда молитву, допустим, практикой занимается человек, бывает так, что у него, как бы, скажем, обостряются что ли, какие-то его внутренние грехи. Например, он становится особенно раздражительным. Она и так была раздражительница, а тут она обостряется, он начинает прям вот это бывает так вот, или это какая-то другая причина? Это бывает так. Враг сильно атакует, когда кто молится. Очень сильно. И бывает, человек все теряет. Он расстроен, он отчаянный. Я не буду больше молиться, я не могу. Но молиться вот опять такой молитвой шептать, постоянно говорить вслух. А очень хорошо говорить вслух. То надо поправить свое смирение, или мирность, или осуждение, или ссоры. Что-то мешает человеку. Или враг через всякие прологи, помыслы. Хульный бес особенно человека ввергает в уныние, в отчаяние. То есть это нормальный рабочий процесс, да? Да. Вот когда обостряются какие-то немощи человеческие в момент. Да. Их надо что, перетерпеть, да? Потерпеть, посмиряться, идти поисповедаться, покаяться. Но если есть духовник, спросить его, если опытного есть. Батюшка, если человек хочет читать Иисусову молитву, но она у него получается не полностью,
он останавливается на половине, или там одно-два слова, Господи Иисусе Христе, или потом Господи, и дальше не идет, что ему делать? Почему так происходит? Не унывайте, ужайтесь. Опять читайте, я читаю. Можно читать, Боже, будь милостивый. Если не получается, Боже, будь милостивый. Это очень смиренная молитва. Боже, будь милостивый, не грешен. Это очень смиряет человека. Это очень хорошее. И если враг мешает вот, в развитии молитвы, покаяние, потому что молитва Иисуса некоторых надмевает, они впадают в прелесть, в форму. А покаяние в молитве Иисуса смиряет, и враг не допускает этого. То есть, если оно так сокращается, то, ну, значит, так можно читать, да? Читайте, С да, чувством покаяния. и добавляйте вот это, Боже, будь милостивый, и Господь вам поможет. Батюшка, а принесет ли пользу молитву, допустим, когда вот правило, допустим, ну, достаточно большое, и приходится, чтобы его выполнять, молиться в городском транспорте где-нибудь, или за рулем машины, или в метро, или в автобусе читать. Только вы молились. Но здесь внимание рассеивается невольно, а вроде так читаешь, а все равно сосредоточения полного нет. Вот такая как бы полумолитва, она принесет пользу? Или... Конечно, молитва принесет. Да, молитва Иисусова надо постоянно искать, вновь вставать на молитву, вновь и вновь заново начинать молиться. И Бог дает, молитва дается молящемуся, и нужницы восхищают ее. Поэтому кто трудится, кто старается. Да, я дожил до преклонных лет, 82 года, да, 83 год. Но иногда я прихожу в тупик. Как будто я ничего не молился, ничего. Мне начинаю опять, я унываю немножко, расстраиваюсь, попадаю в такое смущение. Начинаю умно-сердечную молитву вслух, так, или вслух, или шепотом. И то все быстро восстанавливается. Что? Или за гордость, или за насмешку, или за осуждение, или чтобы я смирялся. Бог так наказывает, решает меня умно-сердечную молитву. Так. И опять старался нудить себя, и опять восстанавливается Иисус молитва умно-сердечную. Но это не всем духовники предлагают умно-сердечную молитву. Могу сказать, как мне сказал духовник, мой отец Кирилл. Если были грехи плотские, то надо 10 лет после грехов, после покаяния, 10 лет очищения. То есть здесь период 10-летний, чтобы человек очистился от этого порока. Я спрашиваю, сколько у тебя лет прошло? Он говорит, мне сейчас уже можно умно-сердечную молитву? Можно. А сколько уже прошло времени? Мне прошло 10 всего, да благословит тебя заниматься Иисусом молитвой. Кто живет в браке, от никакого греха нет. Это благословенно жительство от Бога. И в этом греха нет. А если в браке, но не венчаны? Это грех. Это что считается грех. Поэтому надо стараться, чтобы повенчаться. Это грех. И 10 лет еще ждать? И после венчания еще 10 лет должно пройти, да? Да. У нас сердечная молитва, конечно, она тоже не постоянна. Враг нас очень сильно искушает. Такие сильнейшие искушения в монастырях все получается. Наместник, благочинные братья. Человек унывает, приходит в тяжелое уныние, нужно мужество. Всем людям, всем христианам надо иметь великое мужество. И вообще трусливые, как сказано в Апокалипсе, послание Иоанна Богослова, не наследуют Царствие Божие. Поэтому необходимо мужество. В этом мужестве человек побеждает дьявола, потому что человек борется с самим собой, с дьяволом и с миром, искушение от мира.
Вот. Батюшка, есть такой порядок, что четки, монашеские четки, это принадлежность только монахов. То есть мирянам четки, ну, как бы не совсем положены. Поэтому вот иногда вот я знаю такие позицию духовников некоторых, которые благословляют, допустим, по четкам практиковать Иисусову молитву, но при этом говорят: ты мирянин, тебе четки не положены, поэтому ты их носи, но ты их не должен показывать окружающим людям. Это в тайне делать, где-то в кармане крутить, а не ходить как монах по улице, вот когда у тебя сотка так мотается везде, там, всем покажешь, что я вот Иисусу молитву осваиваю. Я видел на практике, как реагируют некоторые, ну, раздражители, монахи и даже романахи, на то, что в мирские ходят длинные четки. Да, да. Ты что, вырубают у него четки так грубо? Ты что, монах, что ли, романах? Что ты-то фарисейничаешь? Вот так. Но это неправильно. Но мы, конечно, как духовники, советую. Имейте маленькие четочки, постоянно читайте четочки маленькими. А дома имейте большие четки. И по большим молитесь, никто вас не запретит. Я благословляю всем христианам иметь четки и молиться. Имя мне наречено в монашестве в честь архангела молитвы Салафиила. Это имя, которое наш старец хотел сам иметь. Он, поскольку всю свою жизнь посвятил деланию Иисусовой молитвы, то он всегда этого архангела молитвы очень почитал. И как он мне рассказывал, когда он был в Лавре, перед своим постригом в мантию, он думал о том, что вот какое имя ему дадут. Хорошо бы было бы иметь имя архангела Салафиила. Потому что Гавриил у них был, Михаил, он был сам, Михаил до пострига, а вот Салафиила он хотел бы. Но ему Господь судил, и ему было наречено имя архангела Рафаила, тоже архангельское имя. Потом, впоследствии, когда уже его постригали в великую схему на Валааме, он думал, ну вот теперь-то мне будет наречено имя уже Салафиила. Но опять ему оставили архангела Рафаила. Блаженный Ксении Петербургский, святаго блаженного Василия, Московского чудотворца, святых и праведных Богу Отец Иоакима и Анны, и святаго благоверного князя Александра Невского. Вот этот путь пустынножительства, он для всех открыт, он всем показан, всем полезен или не полезен. Вот, Не всем. вот для кого он? И как туда записаться? Тем, кто хочет. Путь отшельничества полезен девственникам, чистым людям. Или очень страшным грешникам, которые очень грешили, были в аду как бы, и они будут жить в пустыне и смиряться из-за своих грехов. Вот. Иисус молит для грешника такая: Боже, будь милостивый грешник. Боже, будь милостивый грешник. И он не осуждается Богу, он прощается. И милость Бог, есть любовь, Бог есть очень милосердный, очень любящий людей. Он хочет всем спастись и в разум истины прийти. Мне любезна пустыня. Я был в пустыне. Я бы хотела, чтобы мой Господь дал возможность еще жить уединенно, вдвоем, допустим, с Авелем, в уединенной пустыне. И причать, служить и молиться. Во время, когда я был в пустыне, встречался редко, потому что Паисий уходил от меня, жил один, он приходил редко. Я был в очень тяжелых условиях. Снега были до 6 метров. Ко мне идти был, только Паисий может за сутки прийти ко мне. А другим надо 2 суток, 3 суток идти. Я сходил, мне помогали, я ходил 3 суток. Да. Или, да, 3 суток, или даже больше. Вот, да. Даже скажу, из практики некоторых монахов. Один мой рассказал пустынник. Я иду по узкой тропе, и на меня бежит кабан.
взмолился: Господи, да что ж такое? Он меня сейчас просто все растерзает. Он его перекрестил, его забросил на 10 метров, выше, он по дикому лесу пробежал. А он прошел по тропе. Вот такие вещи. Ну и у меня такая практика была, когда на меня бросилась большая собака, кавказский овчар, как медведь. Я закричала послушнику, который ушел далеко, меня не стал ждать. Я выходил из пустыни тогда. И мы пришли в одно место, где в Абдухвара, где были автобусы, на автобусе не пришел. Говорит: идите там в город. И мы шли 16 километров. Я, маленький, слабый, отстал от послушника, который нес мой рюкзачок. Он на меня ругался, а я шел. Но меня загнала маленькая шапочка. Я на нее не обратил внимания, и вдруг на высоте до горы загнал на меня, по-моему, час, и на меня с большой скоростью кавказский овчарка, как медведь. Я испугался, кричал: Володя! А Володя ничего не видит, ничего не слышит, но он далеко. Я отступил 2 шага, перекрестил: во имя Отца и Сына и Святаго и Духа. Собака подпрыгнула, как-то ее бросила наверх, ее чуть не перевернула. Она бежала на меня и как-то чуть не упала. И она завизжала, как заскулила, как щенок. Думаю, что ж ты такой страшный, не такой страшный. Вот, и я пошел дальше. Это, я хочу сказать, сила веры, сила молитвы, сила крестной знамени. Бог жив, и жив Бог наш, в полной силе и в полных чудесах своих. Серьезный аппаратура. Серьезно. Это не ваш. Я воскрес еси, тридневен, слава Господи, святому воскресению Твоему. Разрешишися болезни про матери Евы, болезни бо избежавшей, неискуса мужно родилась, от меду же и яве Богородицу, пречистая ведущая всеславие. Пресвятая Богородице, спаси нас. Вы уже длительное время возглавляете какое-то небольшое братство. Вот. Вы один подвязались там, потом вокруг вас появились люди, вы волей-неволей стали еще руководителем определенного коллектива послушников, там, иноков, монахов и так далее. Вот эту вашу интервью, передачу, возможно, смотрит кто-то из такого монастырского руководства, там, благочинный, наместник там, и так далее. Вот для них, для этой категории как бы церковных управленцев, что ли, вот не могли бы дать совет вот об правильном управлении людьми вот этого небольшого какого-то монашеского коллектива? Там же бывают конфликты, бывают какие-то там нестроения, вот как их разрешать? Я немножко чувствую себя недостойно, чтобы меня учить духовников, игуменов монастырей. Но если вы так сказали, я могу посоветовать. Иметь любовь, быть матерью для братьев. И что не надо делать везде из монастыря трудоголиков. А вот, как советовал отец Иосиф владыке Панкратию, владыка Панкратий говорит: отец Иосиф стал игуменом большого монастыря на севере России, в Анапу. Что вы кажете, какой вы дадите совет? Он говорит: отец Панкратий, если хотите делать завод
делайте завод. Если хотите делать фабрику, ну, делайте фабрику. Если хотите делать монастырь, то все уделяйте на молитву, а именно молитву Иисусу. В России делают монастыри трудоголики, и им некогда будет молиться. Конечно, для молодым людям, когда у них молитва не получается, а трудиться им очень полезно, их страстью, они проходят, так что они много трудятся. И такие трудоголики монастыри даже есть на Вламе. Ой, на Афоне. Такие трудоголики. Но когда я уходил в скит, когда мне создали еще Вламский скит, отец Кирилл сказал: отец Рафаэль, сделай так, чтобы в этом скиту было 4 часа работы, не больше. Я понимала, что некоторым молодым надо больше работать. 5-6. Но я их там велел больше читать. И книги и прочее загружала так. А большинство работают 4 часа, выделяют. Евангелие читают. Некоторые читают Евангелие по несколько глав. Я говорила, как я жил в пустыне и читал 3 часа Иисуса молитвы. И я репел. И как будто наизманку стирал свою душу. Потому что я читала 3 часа, немножко роптал на отца Паисия, который давал мне такое послушание. Но когда в практике я стал читать и читать, я получил такое утешение. Я так плакал, все было настолько чувствительно, все каждые слова Евангелия. Я ревел и, кажется, я стирал всю внутренность. Вот. Поэтому читать Евангелие обязательно надо каждый день. Хотя бы по вашей сущности работы 1 час. А если есть возможность, как я вот советую монах, по часу, по 2 даже. Ну, 3, а редко кто. Вот. Некоторые считают много. Русские пустынники все упокоились, а кто же будет руководить? Ведь такой образ жизни, будь то на Кавказе или на Афоне, он требует, конечно, опытного руководителя, потому что иначе ты можешь просто или сойти с ума, или впасть в прелесть, или просто не выдержать бесовского страхования ночью. И как ты будешь руководствоваться в Иисусовой молитве, потому что возникает много вопросов. Поэтому, конечно, вот очень важно, чтобы были такие руководители, как, например, вот отец Рафаил, наш старец, поскольку он имеет практический опыт такой жизни. И это, может быть, делает его одним из тех, кто может быть на сегодняшний день, по крайней мере в русскоязычной среде, быть равным даже старцу Иосифу и Исихасту для греков. Потому что вот отец Иосиф посвятил всю жизнь этому, и также отец Рафаил, это, собственно, стержень его жизни, исихазм, Иисусова молитва, пустыня. И, конечно, это приносит очень большие плоды, прежде всего плоды любви, которые он нам несет, уязвленным, больным, скорбящим, страждущим. Потому что иначе он бы нигде не смог черпать эти вот духовные силы, которыми он и держит и нас, и вообще в духовном смысле, я думаю, многих людей во всем мире. Мне приходилось слышать на Афоне, когда вот отец Иосиф Ватопецкий еще был жив, и у них там на Ватопеде есть свое радио. Радио по кельям разведено по проводам, такое внутреннее. Он там проповеди читал, там поучения и так далее. И вот мне наш русский монах, который там жил и знал греческий, мне рассказывал. Он однажды вернулся с Валаама, они дружат как бы домами, да? Вот, вернулся с Валаама и вот своим братьям, ватопедцам говорил, ну что вы там у этих русских, говорит, их там монах, ну, приходит вот послушать, его там учат там корову пасти, там сено косить, а у нас уже здесь вот новенький приходит, у него через полгода, вот согласно их как бы технологии Иисусовой молитвы, да, вот, у него уже может даже самодвижная молитва быть. Молитвенный труд, в общем-то, у нас как бы менее эффективен, что ли. Вот я так его слова понял. Да, я скажу точно. Я жила и в Лавре, жил на Валааме, знаю практику российских монастырей. Большинство у нас монастыри трудоголики. Нам некогда помолиться. Только очень ревность монахи убегали на чердак, убегали на
крепостные стены, убегали от братьев, и там молились усердно. Вот. И таким образом могли как-то что-то молиться. Потому что меня все время, меня подсказывал отец, надо постоянно молиться. Что ты суетишься? Старайся молиться, старайся вычитывать правила. Вот так. А говорят в таком, наши сами себя, может быть, успокаивают, говорят, ну ничего, мол, 2 крыла, мол, труд и молитва, труд и молитва. Мол, ты вот за коровой ходи, но молись. Вроде. У нас одно крыло огромное, второе маленькое, куриное. У нас трудно лететь. Надо, чтобы 2 здоровых крыла было. Ну, мне не хочется, чтобы греки на меня обижались. Могут обидеться. Но у них есть апостасийные практики. Практика, когда открывает помыслы, да хорошо, открытие помыслов, Бог тоже прощает. Но это бывает очень скоротечно, очень неблагоговейно. Они говорят, батюшка, вот я иду причаться, я поругался там с отцом Георгием, поругался. Иди, проси прощения и причайся. Хорошо, он пошел, попросил прощения, побежал причаться. То есть у них нет исповеди, да? К этой практике не будем прибегать. Будем стройно, ревностно, православные христиане. Слава Богу, что так Господь дает долгую жизнь и долгую жизнь и нашему старцу. Тоже, что Он все наши круги дождался, пока мы уходили, приходили, я там, например. И вот и все, и как будто бы опять в Валаамской келье много лет назад чувствую, что, может быть, вернулся к тому моменту, с которого там тогда закончил. Потому что, конечно, духовное руководство и послушание ничто заменить не может. Это дороже всего, дороже всех наших плодов, если они какие-то даже и есть. А самость своя гордыня, свое якобы хорошее видение того, как надо сделать, вот все это оно мешает. Но мы, по сути, мы на фоне заменяем правила, эти каноны Иисуса молитвы целый час, схемником 2 часа. И вот, Господи Иисусе, Сын Богородицы, прости, помилуй греша. Целый час молитвы заменяет трехканоник и акафист. Вот. Если часик Иисуса помолиться, то молитвы к причащению прочитать. Вот тогда можно идти исповедоваться на час. Серафим, без остления Богу слово рощую, сущую Богородицу тебя величаем, именем Господним благослови Отче. Хорошо, в доме постоянно раздавалась мерно, смиренная Иисусова молитва, и все бы чада, домочадцы, все бы повторяли эту Иисусову молитву. Это была бы прекрасная христианская практика. Это мой совет. А маленьких детей с какого возраста надо приучать к творению Иисусовой молитвы? Вот ежедневно. Вот Да. с какого возраста и поскольку? Ну, хотя бы так. Давайте молиться Иисуса молитву, да? Вот. Ну, хотя бы по 10 минут. Маленьких детей, если по 10 молитв. Господи Иисусе, Богородицу, прости, помилуй грешно.
Господи Иисус Христе, Богородица, прости, помилуй меня грешных. Господи Иисус Христе, Богородица, прости, помилуй меня грешных. Потом мама читает здесь молитву, потом дитё читает, один, второй читает, и все в семье молятся. Так прочитали, еще 10, еще 10, еще 10. И так молятся. Вот, допустим, мы за утро молитву читаем 100. И на сон грядущий 100. Можно тоже вычитывать так. И так приучать детей к молитве Иисусовой, а потом, если их коснется благодать, их уже никто не оторвет от молитвы Иисусовой. Они вот молитвенники, он забьется в угол, его нигде не найдешь, он молится и плачет, и радуется. Вот так. Благодать забирает, как бы его увлекает молитву Иисуса настолько сильно. У него сердце открывается, он все время в Боге. И молится, и плачет, и радуется. Вот так. Спасибо, Разбор уже Господи. есть, батюшка, без Есть? Саша ведет, да. Спасибо, Господи. За помощь. Благословите всю батюшку. Батюшка, благослови их. Сейчас поеду. Они поедут, благослови их. Буду благословить вас. Спасибо, Господи. Батюшка, батюшка, можно вопрос? Я сейчас вас провожу. А Бог дал крест, чтобы А они... потом А то они живут только ради себя, ради плоти. А чтобы они искали Бога, чтобы они страдали, приблизились к Нему. И они тягом стали тянуться. По монастырям ездят, по святым местам. Как-то из-за того, что такой большой у нас сейчас упадок, столько детей таких рождается, чтобы родителей к Богу привести. Да. Это очень много. Через детей Бог приводит детей к Богу. Это очень много. Это очень распространено. А сейчас больше, чем раньше, да, таких Да, случаев? больше. Батюшка, Евангелие надо читать очень громко, тихо, или как? Вот если семья находится, не все дома верующие. Евангелие, чтобы его понимать, внимательно читать. Внимательно. Вот, допустим, для тех, кто, допустим, в церкви слушает чтение, и как теряется ум, начинается опять суетные домашние работы, покупки, магазины, рынок и прочее суетное помысло. Вот так надо ловить молитву вообще. Помилуй меня, Боже, одно. По величии милости Твоей, помножь щедрот Твоя, чисти беззаконие мое. По частичке открыть каждое предложение, и вы хорошо будете все понимать, что читается. Да. Патриарха Кирилла, митрополита Викентия, епископа Ипполита, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне присно и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь монашеский и иноческий чин, всечестных отцев наших, схиархимандрита Кирилла, тяжело гулящего, иерусхимонаха Рафаила, гулящего за сей же во Христе, братья наши, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне. Поэтому Иисусу молитву надо хранить не злобить, чтобы не обижаться, не гордиться, не осуждать. И тогда будет даваться нам Иисусу молитва. Основная задача искусства, то есть вот чему должны посвящать свои произведения вот авторы? Искусство сейчас как используют современными и раньше еще бывшими деятелями искусства, писателям, поэтами, этими артистами и прочее, только в угоду своих страстей. Вот. Герои, убийцы, вот, грешники и прочее. А искусство должно служить прославлению Господа нашего Иисуса Христа. Искусство должно быть посвящено прославить чистоту детства, потом мученическую за Христа, страдавшую душу. Уже и в наше время такие есть. Искусство должно прославить
человека, который борется с грехом и даже научает, как надо бороться с грехом. Да, искусство должно украсить человека, благородство души, не жадность, благородство, доброта. Все это должно показать искусство. Вот дальнейшее при царе будет работать. Такие будут требуемые писатели, и даже кинорежиссеры и прочие. Деятели искусства. Вот нам такую притчу расскажу. Попали два человека в ад. Один разбойник, а второй писатель. Писатель смотрит, а бандит поджарит. Ха-ха-ха, его хорошо поджарит. У меня так пока еще тепло, не так горячо. Вот, жаль, он кричал, что это у меня стало горячее. Ой, как горячо. А за что меня-то? За что меня-то жарите? И его стали поджаривать так, что ой, он орал. А ему сказали, твое искусство, твои работы, книги, ты прославлял всякие страсти, блуд, убийства, жестокости. А когда люди стали, чем больше стали читать люди, тем больше на тебе грех. Поэтому тоже это все его поджигало. Поэтому все искусство должно служить во славу Божию и прославлению его святых заповедей. То есть, если музыкант, у него свои задачи. Музыкант свое. А художник свои задачи, да? Художник свои задачи. Писатель, поэта, если ему, допустим, музыкант, он прекраснейшую музыку, красивую музыку, великолепную музыку. Свои поют, это природа. А то он бесновато, сам придет, как обезьяна. Без лохматый, даже как без... Воскреси из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитвами пречистые, пренепорочные, святые Своя Матери, молитвами святых славных и всехвальных апостолов, молитвами святаго благоверного князя Александра Невского, святых отцев 6 Вселенских соборов, их же и память ныне празднуем, молитвами святого архистратига Божия Михаила и Божий собор ныне, преподобного Стефана Саваита, святителя. Много раз слышал и видел, как он готов свое имя и всего себя полностью отдать людям как бы под ноги. То есть он не дорожит этим ни секунду. Только вот слава Божия, только души человеческие, его большая любовь к людям. Вот это вот только для него главное. Все остальное для него не важно. Он поэтому никогда не заботится о самооправдании, о какой-нибудь кампании в защиту самого себя. Ведь он бы мог эти вот какие-то рычаги, знакомств, сильных мира сего. Совсем об этом не заботится. Святую православную веру, православных христиан, Господи, сохрани их на многое лето. Братья и сестры, благословения даю слово. Поздравляю вас, князем святых Христов Тайн. Советую вам всегда быть верным Иисусу Христу. Верным, искренним и любящим Господа Иисуса Христа. Наш Господь Иисус нас спас, Он наше спасение,
Он будет нас судить. Он нас так любит. Он за нас пострадал. И до последней капли крови отдал нам себя, пищу и питье. Мы питаем, вкушаем Иисуса Христа. Мы дети Божии через усыновление Господа Иисуса Христа. Мы братья и сестры Господу нашему Иисусу Христу. Мы братья и сестры друг другу, поэтому, как заповедал нам Господь, да любите друг друга. Як же вас возлюбил вы, так и вы да любите друг друга. Нам не нужна вражда. У нас нет врагов. Враг я сам себе враг. Я и бес. А люди, так, которые меня ругают, они только меня спасают. Через скорби мне дает Господь милости. Господь спасает нас. Поэтому у нас нет врагов. Враг я сам себе. И враг это демон, который хочет всех нас погубить. А мы должны любить Господа, быть Ему верны. И любить и ближнего, как самого себя. Поэтому, дорогие братья и сестры, Господь Иисус Христос сказал: если хотите быть моими учениками, исполняйте заповеди мои. А исполняя заповеди, это опять любить Бога от всего сердца, всей души, всех мыслей. И любить ближнего, как самого себя. Поэтому не будем гневаться, не будем раздражаться. Наш эгоизм и на всех этих гордость наша, эгоизм, тщеславие наше, оно рождает в нас гнев, и ярость, раздражение. Меня обидели, меня оскорбили, да как он смеет, и прочее, безумные глаголы. А Господь сказал: научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, ибо мое благо и бремя мое легко есть. Мир вам, дорогие отцы и братья. Спасибо. Радуйтесь о Господе нашем Иисусе Христе. А старцы нуждаются в нашей молитве тоже. Потому что они все равно люди живые. И, может быть, две чаши весов. Идет огромнейшая духовная брань. И мы можем сказать: ну что значит наша немощная молитва? Я грешный человек, немощный. Что зависит от моей молитвы? Тут такие гиганты духа. А что я? А вот, оказывается, идет эта духовная брань. Может быть, все силы добра и зла здесь сосредоточили свои силы. И вот маленькое, может быть, последнее слово немощного человека, оно-то, может быть, как раз и решит вот этот исход. Поминайте наставников ваших. Поминайте наставников ваших. Отец Виталий Сидоренко, он мне говорил, в случае ядерной войны, нам надо, допустим, даже расстреляла одежда на человека. Вот надо, и так говорят, лежит много одежды. А говорят, не берите там реактивную одежду. А старость отец Виталий говорит: помолись со смирением Бога и говори, с верой и со смирением: Господи Иисусе Христе, освети одежду всем во имя Отца и Сына и Святого Духа, и ни капельки не смущайся, одевай и предлагай людям. И ничего не будет. Также мы голодны. Подходим к складу, там все разбито. Говорят, не берите это продукты, потому что вы умрете, потому что это радиоактивные продукты. Но мы с верой и с любовью, с верой и благоговением молимся: Господи, очисти эти продукты и крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа, и вкушайте, ни капельку не студите, не бойтесь, и предлагайте в пищу всем людям, и ничего не будет. Видите, как вера и крестное знамя побеждает всякое естество. Всякое естество. Поэтому она всесильна, наша вера, всесильна